Ну, во-первых, все мы соскучились по играм, потому что у нас была длительная пауза после новогодних праздников, ввиду того, что сейчас проходит чемпионат Европы по футзалу. Поэтому нам нужно набирать ритм. Впереди у нас большие матчи в Лиге чемпионов, также продолжение чемпионата Казахстана. Поэтому нам нужно возвращаться в ритм. И этот турнир как раз то событие, которое даст нам ту работу, которую мы хотим провести в физическом плане, ну и в тактическом плане мы должны набирать форму после большой паузы. Ну, в принципе, Тулпар – команда 12-го чемпионата Казахстана. Да, это та команда, которая откликнулась на то, чтобы поиграть на нашем турнире. Да, это команда квалифицированная, да. В принципе, мы понимали, что именно Тулпар даст нам ту оппозицию, которую мы хотим видеть. Да, это очень активная, молодая команда, которая будет показывать высокий прессинг. В принципе, нам как раз это и нужно проверить в этих играх. Команда ИРР – это команда из чемпионата России, да, которая имеет хороший состав. И это та оппозиция, которую мы хотим проверить и для себя, и для ИРР. Это будут как раз хорошие матчи с точки зрения конкурентности. Біріншіден, амансыздар ма? Бізде жаттығулар өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Бұл жақта бірден нагрузка бермейді адамға. Кезең-кезеңмен, барлығын жоспармен жақсы деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Өзіме мен жарақат алғаныма примерно 1,5 айдай уақыт өтті. Қазір жақсы, өзім жақсы сезініп жатырмын. Осы турнирлер, осы біздің клуб ұйымдастырып жатқан осында жарақаттан шыққан ойыншыларға, көп ойнамаған ойыншыларға көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан бәрі жоспарлы түрде өтіп жатыр. Өте керемет, бәрі командада атмосфера өте күшті. Ну, я думаю, что это трансферное окно для нас будет неактивным, да, потому что мы сейчас обладаем тем составом, который для нас является самым конкурентным. Да, поэтому на каждой позиции мы имеем 2-3 игрока, которые каждую тренировку, каждую игру конкурируют. И, в принципе, все игроки вернулись в строй после травм, поэтому я думаю, что в это трансферное окно там никаких изменений не будет. Ну, самое главное, нам нужно набрать форму, да, потому что пауза в 10 дней для нас, она принесла больше позитивных эмоций, да, с точки зрения, что игроки немного отдохнули от футзала, но при этом игроки не отдохнули, потеряли какие-то физические кондиции, нам нужно набирать их, и игры с такими соперниками как раз то самое, которое нужно будет, чтобы мы вернулись на свой прежний уровень по кондициям. Также, как подметил Нурсултан, да, что это игры как раз для тех игроков, которые были травмированы, либо не имели игровой практики последние игры за счет определенных причин. Поэтому это как раз очень важно для нас и для игроков, чтобы провести подготовку планомерно. Да, мы следим за Давлетом. Наш игрок, он находится в аренде. Как раз на этом турнире мы будем играть друг против друга, поэтому для него это тоже важные игры. Мы видим, что игрок прогрессирует, получает много игровой практики. Но я думаю, что ему нужно не останавливаться на достигнутом, потому что, возможно, со стороны будет казаться, что игрок много играет, плюс приносит какие-то положительные результаты для команды, но это лишь начало. Игрок молодой, ему нужно прогрессировать, еще больше работать над своими навыками. А то, что его вызывает в сборную, это большой плюс для него. Я думаю, что новый тренер сборной Казахстана хочет проверить всех игроков, и тем более молодых, потому что сейчас очень важная подготовка у нашего клуба и у Кайрата. И, возможно, в связи с этим какие-то основные игроки сборной не будут затронуты.